Всем привет! Сегодня я расскажу о программе конкурента мобильных Яндекс.Карт. Это Google Maps. Итак, давайте начнем. Это, в принципе, это тоже те же самые карты. Как вы видите, сейчас спутников так и не находят, и мое местоположение находится по базовым станциям. Вот, он в пределах 1300 метров. И также здесь присутствует интерфейс. Нет, правда, ночного режима, как на мобильных Яндекс.Картах. Но поиск, например, тоже присутствует. Вот набрать функции поиск. И можем, например, найти что-нибудь, ну, скажем, давайте из последних, вот банкомат. Окей, нажимаем, он ищет. И вот он нам рисует банкоматы. Мы можем взять какой-то из этих банкоматов, например, видите, тоже можно совершить звонок с телефона прям. Или сохранить, видите, контакт. Или получить маршрут. Маршрут мы можем получить как в пешей, так и на транспорте. Ну, например, или на машине. Ну, давайте возьмем, как будто мы собираемся пешком пройти. И выбираем показать маршрут. Он вот здесь нам расписывает маршрут подробно. И дальше рисует его. И вот мы можем, перемещаясь по точкам, в принципе, пройти по этому маршруту. Это понятно. В принципе, это все то же самое, что в мобильных Яндекс.Картах, но есть одна фича такая, Google Локатор. Это вы можете смотреть, где находятся сейчас ваши друзья. Ну вот, например, видите, ну правда очень сложно кого-то сагитировать, это, чтобы он показывал. Ну вот возьмем, например, второй и показать карту, вот местоположение друзей. Это мы можем найти, вот, это уже Nokia 5530. Это телефон второй. Видите, он на самом деле не очень синхронизированно показывает местоположение. Но тем не менее, помимо того, чтобы посмотреть, где находятся ваши друзья на телефоне, можете также посмотреть их в интернете. Сейчас ближе. Вот. Вот, например, на странице iGoogle тоже есть вкладка Google Локатор. И можно смотреть, где находятся сейчас ваши друзья. Вот свое положение, вот местоположение друзей. Точно так же можно отдалять, приближать карту. Или же загрузить вот большую карту и смотреть это там. Но определение по базовым станциям, не по GPS, работает достаточно неточно, и поэтому вы можете примерно только представить город, в котором человек там находится, ну плюс-минус. А для того, чтобы точнее, это, конечно, нужен встроенный GPS. Но, как вы видите, в принципе, картами можно пользоваться и так, чтобы для поиска. И даже на телефонах, не оснащенных GPS, таких как Nokia 5530. Но я думаю, про Google Maps на этом все. Всем пока.